Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». В последнее время внешний облик столицы стал заметно меняться. Новые постройки различных стилей теперь соседствуют со старинными зданиями, привычными для Сухума. Это одна из проблем. А с другой стороны, каждый владелец собственности старается по-своему построить свой дом, делать перепланировки квартир, при этом многие не задумываются о вопросах безопасности. Чтобы поговорить об этих проблемах, мы пригласили в студию представителя молодого поколения архитекторов Беслана Багателя. Беслан, я рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Вы сегодня пришли к нам не с пустыми руками. Я попросила вас принести с собой некоторые ваши работы, снимки ваших работ. Как раз сейчас на экране мы видим один из проектов ваших. И таким образом наши зрители будут иметь возможность узнать вас больше, как специалиста. Что это за здание, что это за проект? Да, это в принципе касается это не проект, а уже строительство. Да, касается нашей темы. Это строящийся многоквартирный жилой дом, тоже в Сухуме, один из моих проектов. По фасадной части еще тут непонятно, что следующий, покажите слайд. Давайте попросим примерно вот так, да, будет, он будет. Это входная часть, и следующий слайд. Можно следующий слайд? И примерно такой фасад будет дома, в принципе. В принципе, по планировкам пока еще неизвестно. Кстати, вы являетесь соавтором логотипа Канифа, да? Да, я являюсь соавтором, был конкурс, я был вместе с Черкезия, такой есть художник, объединили два логотипа, то есть он прошел и я, получается, и мы объединили два логотипа, и у нас получилось, что получилось, и с этим логотипом встречали чемпионат по футболу в Абхазии. Вот еще один проект. Это у нас моя совместная работа с художником, скульптором Баталом Джопо в Очимчирах. К сожалению, пока еще не достроено. До завершения неизвестно, когда мемориальный комплекс. В принципе, это строящийся сегодня. Это один из ваших последних, один из последних проектов, это ресторан. Он строится, примерно, такой он будет. Это в столице, да, будет это? Да, здесь же, в Сухуме. И еще один я хотела бы на экране. Это уже не совсем архитектура, больше дизайн. Это на территории монастыря Новоафонского, баптистерий, так называемый, то есть крещальня. В принципе, она уже завершена, и сейчас там, кстати, крестят детей. Беслан, работы разноплановые, а мне интересно, часто ли к вам обращаются наши граждане для составления проектов перепланировок квартир? Несерьезно относятся все-таки несерьезно наши к этому жители? Относятся жители, да. Очень редко, очень редко. Как раз об этой проблеме сегодня я хотела бы поговорить. И сейчас, прежде чем мы приступим к разговору, я хотела бы показать вам сюжет о том, каким печальным вообще последствиям может привести эта беспечность наших граждан в вопросах перепланировки квартир. Давайте вместе с вами посмотрим сюжет. Застройки лестничных площадок, подъездов – все это в первую очередь меняет внешний облик многоэтажек, превращая без того непримечательные здания в своеобразные серые коробки. Большинство из нас совершенно уверены, что у себя в квартире можно делать все, что заблагорассудится, а потому, затевая большую стройку, мы и не думаем проконсультироваться со специалистами и получить разрешение на перепланировку. Такая беспечность может привести к серьезным последствиям. Проекты этих зданий создавались с учетом вопросов безопасности. К примеру, перекрывая лестничные проемы, мы сокращаем эвакуационный путь в случае пожара. Если нет возможности провести эвакуацию людей, скажем, с лестничных маршей, у нас есть специальные машины, автолестницы, они рассчитаны у нас подъем до 9 этажа. А в случае, если гражданин строит балкон, увеличивает расстояние дома, то уже угол наклона и все это влияет на то, что мы не сможем, может, в тот момент провести эвакуацию людей.
Нормы пожарной безопасности игнорируются и при строительстве частных домов и строений. Сухумский центральный рынок и близлежащая территория – яркий пример такого беспорядка. Десятки построек располагаются вплотную друг к другу, при том, что по стандартам расстояние между домами должно составлять не менее 4 метров. Люди сразу строятся, а потом уже приезжают с заявлениями, что вот там не соответствует, жалуются. Есть жалобы с близлежащих домов, соседей. Тоже на эти случаи реагируем. Но опять же, если дом уже построен, фактически уже мы в принципе не можем ничего с этим сделать. Что касается территории, прилегающих к центральному рынку, то каждый участок земли при максимальной застройке, естественно, приносит владельцу больше доходов. Здесь располагаются склады и торговые помещения, при этом в погоне за прибылью игнорируются элементарные нормы безопасности. Вот если говорить о ремонте в квартире, о перепланировке, то чем отличить ремонт от перепланировки? Потому что многие не понимают, не видят вообще разницы в этом. Затевая внутри своей квартиры какие-то ремонтные работы, как отличить то, что допустимо, то, что можно без согласования, допустим, с архитекторами делать, и то, что все-таки люди обязаны согласовать со специалистами? Если речь идет, опять-таки, за квартиры, которые в панельных домах, в основном сейчас проживают наши люди в таких панельных советских домах, там нужно понимать, что есть несущие конструкции какие-то, которые трогать нельзя. А есть соседи, которые беспокоить нельзя. То есть ваше пространство – это ваша квартира, а также нельзя выходить за рамки. То есть у нас, кто любит надстройки какие-то, закрывать балконы, надстраивать балконы, все это, расширять балконы, это все неправильно. В любом случае надо обращаться к специалистам. Какие могут быть последствия, например, расширение балконов? Надо понимать, что сказал, что это эвакуационный путь уменьшается, когда застраивают лестничные площадки, а с балконами, например, потому что это сплошь и рядом. Надо понимать, что есть какая-то архитектурная среда общая, городская, которую нарушать нельзя, в принципе. И поэтому, прежде чем делать какие-то надстройки, либо сносить внутренние стены, надо понимать, несущая ли эта стена, надо знать, где там колонны несущие. В любом случае, если вы надумали что-то делать, надо обращаться к специалисту, потому что надо понимать, что есть соседи, и ваша жизнь может подвергаться опасности какой-то, и в какой-то степени ваших соседей также. В общем, из-за халатности одного жителя могут пострадать и другие жильцы. Да. А теплые полы, кондиционеры, сейчас такой культ домашнего комфорта, можно сказать, есть. Но насколько это допустимо? Если каждый житель квартиры, многоквартирного дома захочет у себя установить кондиционер, теплый пол, какие-то же нормы есть, которые все-таки допустимо это или нет? Но все это технические дела, это помимо нагрузки на энергосеть. Да, нагрузки какие-то там присутствуют в любом случае, но все это рассчитывается, и важно, чтобы технически все было сделано правильно, а так, в принципе, никаких препятствий нету. Главное, чтобы в техническом плане было все правильно и соблюдено по соответствии с нормами. Мы обратились в администрацию города, точнее в управление архитектуры, чтобы узнать, как часто наши граждане обращаются туда за помощью и как отдел реагирует на проблемы, которые мы озвучили в нашей программе. Давайте сейчас посмотрим комментарий небольшой и продолжим беседу. Почему-то люди не все обращаются, занимаются, опять повторяюсь, самовольным строительством. Не надо, потому что надо создать проект этого строения. В тот период, когда мы даем разрешение на строительство, мы обязательно соблюдаем пожарные нормы, санитарные нормы, нормы инсоляции. Это обязательно во время строительства. К сожалению, у нас много, опять-таки, таких случаев, когда мы даже разрешив, люди опять все равно начинают по-своему строить. У нас много таких в городе
вот таких случаев, что земля общего пользования. Тогда тем более, что если человек хочет что-то пристроить, он обязан у всех жителей вот этого общего двора брать согласие. С многоквартирными жилыми домами у нас большие проблемы, конечно, потому что после войны сразу многие люди почему-то решили, что можно перепланировку квартир без разрешения делать. Дело в том, что многие, может, не понимают, думая, что делают ремонт, начинают сносить перегородки и стены. У нас очень высокая сейсмика. Предупреждаю, если у нас 6-7 баллов будет, люди не понимают, что эти дома 9-16-этажные, 5-этажные могут рухнуть вот из-за того, что они трогают капитальные стены. Дело в том, что все строения, все квартиры, они зарегистрированы у нас в БТИ. При купле-продаже берется этот обязательно техпаспорт, документ. И если идет нарушение, начинаются проблемы. В общем, главный архитектор города, она затронула здесь несколько проблем. Пессимистичная. Да, ну, мне кажется, имеет основание такой прогноз. Вот все-таки кто занимается у нас ремонтом? Мало профессионалов в этой сфере строительства, мне кажется. Это наемный труд, приезжие люди, которые специального образования не имеют. Важно, чтобы тот же дизайнер следил за всем этим. То есть это называется авторский надзор. И когда все вот соблюдается по правилам, по технологиям, то есть нет никаких проблем. Помимо вот оформления квартиры там и взгляд профессионала нужен, но еще могут возникнуть и проблемы же с документами при передаче в собственность жилья, при продаже жилья, потому что в БТИ хранится технический паспорт, да? Квартиры, дома и так далее. И после перепланировки уже совершенно другой проект по факту оказывается. Вот какие проблемы вот могут возникнуть и как должны вообще люди себя вести в этой ситуации? Нужно обращаться в управление архитектурой и объяснить, что у вас на душе, что вы желаете поменять у себя в квартире. Они, специалисты, к вам направят нужных людей, которые вам подскажут, как правильно. В общем, проект должен быть утвержден в управлении, да, в первую очередь. Да, это важно. Согласован там. А вот она говорила о сейсмической активности, которую мы в последнее время наблюдаем в Абхазии. Наши здания вот построены сколько лет вот этим многоэтажкам? Больше 50 некоторым. В основном сейчас у нас в Абхазии, к примеру, возьмем Сухум, самый большой город в Абхазии. Основные постройки это советского периода, панельные здания. Они, в принципе, были рассчитаны на сейсмику местную. В любом случае их рассчитывали, но есть такая штука, как время. Время проходит, и дома стареют. И если их не поддерживать как-то, то есть у нас нет такого, чтобы поддерживали старые дома. Советская система, вот машина советская, она ко всему относилась как бы с какой-то ответственностью, и расчеты были в любом случае, и как бы надзоры были технические. Сейчас этого нету, к сожалению. Новостройки не всегда соблюдая правила, строят подешевле. Видимо, какие-то там коррупционные схемы там присутствуют, которые вот, чтобы обойти все эти разрешительные дела, как бы, и это может привести к плачевным последствиям, потому что у нас сейсмически опасный регион. Мы сейчас наблюдаем такое явление, как в прибрежной полосе строятся многоэтажки, высотные здания, или вот наряду с двухэтажными зданиями вырастают объекты в 3, 4, 5 этажей. Вот какова вот допустимая высота строения? Существует градостроительный кодекс, на что нужно опираться и строить по тем правилам, которые прописаны в кодексе градостроительном. Его, к сожалению, у нас пока нет. То есть он прорабатывался в конце 80-х годов при советской системе,
но после распада у нас были всяческие проблемы государственного масштаба, и поэтому до этого дела не дошло. Сейчас никаких правил нет, вы хотите сказать, да? Правила какие-то существуют, самого градостроительного кодекса абхазского по городам нашим основным, его в завершенном виде нет. Вот рекреационная же зона, да, набережная? Да, набережная, куда нельзя, где нельзя там строиться. Я не думаю, что сейчас у нас нет такой настолько анархии, чтобы кто-то взял и начинал строиться прямо посреди набережной. Практически посреди выросли уже несколько многоквартирных домов. В 100 метрах от набережной. Это же уже эта черта как раз. Конкретно нет документа, да, нормативного, который бы регулировал этот вопрос? Или есть? Да, нет. В принципе, нет, можно так сказать. Говорят, что очень много застройка столицы интенсивно идет, что много незаконных построек и так далее. А что мешает снести здание? Был ли вообще факт хоть один сноса такого объекта? Я, например, не помню. Вы можете какой-то такой пример привести? Или же наши городские власти просто нету состояние государства у нас такое, просто причина в такой халатности, клановость у нас в стране, клановости, которая приводит к анархии. И получается так, что у власти нет силы для того, чтобы что-то предпринять в этом случае. Мне бы еще хотелось коснуться другого аспекта проблемы. В архитектуре есть такое понятие безвкусицы. Что имеется в виду в архитектуре, когда мы говорим о безвкусице? Что это такое? В основном в Сухуме постройки конца XIX века, европейская архитектура, то есть греческая архитектура, итальянская архитектура присутствовала у нас. Далее пришла советская машина, и появились у нас постройки сталинского ампира, конструктивизма где-то. Далее уже пошли те постройки, о которых мы изначально говорили, то есть многоквартирные, такие панельные дома, чтобы уже стелить побыстрее народ. Нам, я считаю, что нужно опираться на ту самую архитектуру европейскую. Просто Европа прошла через все это, и нам нужно смотреть на них. А сейчас то, что происходит в столице, эта застройка, новые здания разных стилей, это что вообще? Как вы можете это характеризовать? У каждого свои вкусы, безусловно. Нельзя сказать, что, кажется, предпочтение у меня одно, у вас другое. Нужно понимать, что можно строить, а что нельзя. То есть единая архитектурная какая-то концепция должна быть у Сухума. К сожалению, такого нет, и поэтому сегодня строят в принципе, что хотят. А исторически Сухум на фоне этого всего нового, он же теряется. Вы как представитель молодого поколения архитекторов. Надо ориентироваться на Европу, выступать, за сохранение. Выступаю и я тоже за сохранение архитектуры. Если мы строим что-то новое, что-то современное, то это не должно быть на исторической части города нашей. Мы поинтересовались у горожан столицы, что они думают вообще о будущем Сухума, каким они видят будущую столицу. Давайте сейчас вместе с вами посмотрим опрос. Давайте. Естественно, нужно идти в ногу со временем, но при этом соблюдать какие-то нормы архитектурные, чтобы современные здания, они не сильно отличались, как-то архитектурно соответствовали именно старинному облику Сухума. То есть я именно таким его вижу. В любом случае новые здания надо строить, развиваться, но при этом, чтобы эстетически это все было красиво и правильно. Мне как-то со стороны всегда хочется просто взять, хотя бы побелить. Я знаю, что это большие деньги стоит, но правда хочется, тем более Сухум. Есть новые микрорайоны, их можно обустроить новым. Центр сохранить исторически. А центр обязательно, потому что историческая история – это то, что должно из поколения в поколение передаваться. Я считаю, что историю надо всегда сохранять. Не обязательно в самом здесь, в центре, новое здание. Я считаю, что это не обязательно. Центр столицы должен быть историческим, как раньше было. Чтобы это сохранилось.
Ну, мне кажется, зеленой, свободной, не такой застроенной, побольше парков. Почему не вписывается? Много чего можно, торговые центры построить, развлечения для детей, для молодежи, чтобы было. Конечно, это все вписывается. Это, во-первых, как бы наше лицо в первую очередь, чтобы все было чисто. Это обязательно. Да. Что у нас, кстати, большой минус. Вот все-таки исторических много здесь памятников архитектуры. Это соседство не помешает? Как да, я думаете? думаю, что это не помешает. Я думаю, что будущее Сухума, естественно, мы надеемся, что он процветающий город будет, что архитектура возобновится, как когда-то в советские времена. Если вообще по городу пройти, здесь очень много интересных архитектурных зданий 19 века, начала 20 века. Надо больше уделять этим зданиям внимание и восстанавливать. Здесь очень много таких зданий, которые они не вписываются вообще в архитектурный облик нашего города. Поэтому с этим надо как-то быть посерьезнее. В общем, большинство горожан выступают за то, чтобы сохранить исторический центр Сухума. Горожане очень правильные вещи говорили, кстати, мне понравилось. А что То именно? есть они понимают, они в принципе понимают, но эти же горожане и застраивают. Эти же горожане, да, занимаются такими вот застройками неправильными. Традиционная архитектура все-таки какая? Это село, это вот внешний двор обязательно, внутренний двор и два строения, то есть непосредственно кухня, так называемая пацха, где семья проводит свое основное время, там обедает, встречает гостей, и связанное с ней строение более такое крупное, с уличной лестницей, с подвалом. Все это вот испокон веков связано вот с нашим национальным вот кодексом Апсора. С приходом уже урбанизации, там, советской машины, у нас появляются панельные многоквартирные жилые дома. В этих квартирах планировки были готовыми, то есть то, что тебе дают, на такой советский подход, то, что тебе дают, там и живи, получается так. В принципе, тогда, может, это было актуально, но сейчас как раз-таки есть основания у жильцов на то, чтобы делать какие-то перепланировки уже. Вот, кстати, в новостройках, строящихся домах, квартиры продаются уже не так, как в советский период. Тут уже студия, тут продаются квадраты, далее планируй, как тебе удобно по и своему вот тут вкусу. Проблем с перепланировками да, не здесь должно уже быть. не должно быть проблем. А давайте вот сейчас посмотрим еще один слайд для сравнения. Европа и Россия. И к чему в итоге мы должны стремиться? Вот вы нам расскажете как раз. Да, давайте вот про строение скажем. Это что вот первое? Вот вы, кстати, принесли эти снимки нам. Да, я бы хотел просто показать, и чтобы мы сравнили. Дело в том, что не стоит Абхазии ориентироваться на Россию или там на Китай, на такие большие страны. Надо ориентироваться на Европу, на малые страны Европы. Этот снимок, это у нас Европа, это у нас Норвегия в данном случае. Обратите внимание, какой подход у них к жилью, какие строения малоэтажные, зелень, благоустройство, а это уже вот Россия. Это один из городов российских, типичный город. Это, кстати, вот набережная такая... Сухума будущего, мне кажется, вот если вот такими темпами. Да, это страшно, нельзя такое делать. Тут погоня за квадратами, и вот следующий слайд, это опять-таки Европа. Вот европейский подход. Открытые балконы, никто их не закрывает почему-то, да. В принципе, у нас уже давно закрыли бы, получается, да. Балконы открытые, какие вот переходы, дорожки. Вот, это опять Россия. Опять Россия. Вы видите панельный, советский панельный многоквартирный дом. Точно такой же дом в Берлине, получается. И как они не похожи. Вот эта входная часть и точно такой же панельный дом, наши известные пятиэтажки советские, хрущевки, здесь же в Берлине они выглядят сегодня вот так вот. То есть европейский подход, они через все это прошли, у них очень
То есть большая школа есть. Надо ориентироваться на Европу в в плане любом случае. финансов, может быть, это вот... Немцы могут себе позволить такие постройки? Это же по деньгам отличается. Если мы сравниваем, например, с Россией, в данном случае мы сравнивали с Россией, там по финансам и российские города, и европейские города примерно одинаковое финансирование. У нас состояние не такое, у нас и новых построек не так быстро строится, но мы же на пути к этому, мы стремимся к чему-то, мы хотим строиться, мы хотим расширяться, мы хотим строить государство в конце концов. Беслан, давайте сейчас подытожим наш разговор и еще раз напомним нашим телезрителям о важных моментах, которые необходимо учесть при ремонте или строительстве, чтобы не переходить черту закона и соблюсти нормы безопасности. Вот давайте еще раз просмотрим. Чтобы получить разрешение на перепланировку, необходимо обратиться в отдел архитектуры администрации столицы. При этом вам понадобятся правоустанавливающие документы на жилье и проект, по которому будут проходить все работы. И не забывайте, на такие, казалось бы, мелочи, как замена балкона, тоже нужно получать разрешение. Кстати, после планировки к вам обязаны прийти специальная комиссия, его члены проверят, не отклонялись ли вы во время ремонта от проекта, согласованного с жилинспекцией. Технические характеристики и проект квартиры хранятся в БТИ, поэтому при продаже собственности могут возникать проблемы. Беслан, я надеюсь, что наши граждане в первую очередь при строительстве или ремонте будут думать о безопасности, ну и учтут важность эстетического восприятия. У меня на этом все. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. А нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был архитектор Беслан Багателия. Увидимся через неделю.